Добрый день, уважаемые телезрители! Как известно, здоровье – это бесценный дар. Самым наилучшим пожеланием для каждого из нас является, когда мы желаем друг другу крепкого здоровья. Только здоровый человек успешен, он адекватен и позитивен и достигает больших высот в этой жизни. Здоровье с медицинской точки зрения – это состояние физического, психического и социального благополучия. Наше здоровье только на 10% зависит от уровня развития медицины и качества оказания медицинской помощи. И на 10% зависит от наследственных факторов. На 80% состояние нашего здоровья зависит от образа жизни, который мы с вами ведем. Я вас призываю вести здоровый образ жизни. Прежде всего, это отказ от вредных привычек. Курение, алкоголь, наркотики, переедание и малоподвижный образ жизни. Соблюдайте также режим дня согласно суточному биоритму. Вовремя ложитесь спать, ведь организм полноценно восстанавливается во время сна, который длится от 9 до 12 часов ночи. Всем известен постулат: движение – это жизнь. Самый простой, эффективный, доступный, надежный и малобюджетный вид физической нагрузки – это ходьба по ровной местности в течение 1 часа ежедневно в умеренном темпе. Будет замечательно, если вы в течение 2 раз в неделю будете посещать бассейн или тренажерный зал, или танцевальную группу, или заниматься активным видом спорта. В питании старайтесь соблюдать умеренность и сбалансированность. В неделю должно быть 2 мясных, 2 рыбных, 2 овощных дня и 1 разгрузочный день. Ежедневно в рационе должны присутствовать 300 грамм сырых овощей и фруктов, желательно своего региона. Последний прием пищи должен быть не позднее 7 часов вечера. И обязательно 1 стакан кефира на ночь. Помните, тортики, конфеты и сладкие газированные напитки не относятся к продуктам питания. Важно соблюдать питьевой режим. Употребляйте не менее 1,5 литра воды в день. Ведь наше тело буквально просит воды, оно состоит на 80% из нее. Для того, чтобы уменьшить агрессивное влияние окружающей среды, пользуйтесь фильтрами для очистки воды, системами очистки воздуха. Держите в чистоте свое жилище и рабочее место. Простой факт. Грязные окна, они на 70% задерживают ультрафиолетовые лучи. Важно иметь также любимую работу, любимое занятие, приятный микроклимат в семье. Поддерживайте хорошие отношения с соседями, с родственниками. Если никак не можете изменить психотравмирующую вас ситуацию, то просто измените свое отношение к ней. И, конечно, у каждого из нас в душе должна быть вера. Я призываю вас поддержать моду на здоровый образ жизни. Я призываю вас поддержать моду посещать 1 раз в год своего участкового врача, проходить флюорографическое обследование, профилактические прививки и дополнительную диспансеризацию. Каждый из нас должен знать уровень своего холестерина. Он не может превышать цифру 5. Каждый из нас должен знать уровень сахара в крови. Он не может превышать цифру 6. Каждый из нас должен знать цифру своего артериального давления. Он не может превышать цифру 120 на 80. И каждый из нас должен знать свой рост и вес и стремиться к оптимальной массе тела. Таким образом, принципы здорового образа жизни очень просты и доступны. Звучит очень банально, но ваше здоровье в ваших руках. Постарайтесь надолго оставаться востребованным и полноценным членом нашего общества. Крепкого вам здоровья!